значит надо хлеб кушать. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлил уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого у нас сегодня, иншаллах, урок тафсира. Мы дошли до суратуль Филь. Сегодня 10-й урок у нас по тафсиру из Джузу Амма. Сначала прочитаем эту суру из Корана. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф ла. Алам тара кайфа фа'аля раббука би асхабил фил. Алам ядж'аль кайдахум фи тадлил. Варсала алейхим тайран абабил. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Итак, эта сура закончилась. Иншаллах, начнем с тафсира Са'ди. Объясняю, проходить эту суру. Суратуль Филь, это сура, баракаллаху фикум, во имя Аллаха милостивого милосердного. В первом аяте говорится: Алям тара кайфа фа'аля раббука би асхабил фил. Аллах говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям: Алям тара, то есть тара, разве ты не видел? Имеется в виду, ты не слышал, ты не знаешь, это имеется в виду. Ты не знаешь об этом рассказе обитателей слонов. То есть знанием, тут имеется в виду знание. То есть ты не слышал, ты не видел, имеется в виду знанием, ты не слышал, что случилось с обитателем слонов. Алям тара кайфа фа'аля раббука би асхабил фил. Разве ты не видел? Видел, тут имеется в виду знание, нет у тебя. Что сделал твой Господь с владельцами слонами? В втором аяте говорится: Алям ядж'аль кайдахум фи тадлил. Разве он не запутал их козни? Они что хотели сделать, обитатели слона? Уничтожить Каабу хотели они. Варсала алейхим тайран абабиль. И не наслал на них птиц стаями. Аллах наслал на них птиц стаями, чтобы уничтожить обитателей слонов. Они пришли своими войсками. Иншаллах, расскажем более подробно по ходу. Тармихим бихиджаратим мин сиджиль. Мин сиджиль. Они бросали в них камня. То есть обожженные камни, говорится, из обожженной глины. Глина, потом она обожженная. Фаджа'алахум ка'асфим ма'куль. И в 5-м аяте Аллах сказал: превратили их, этих людей со своими войсками, подобие изъеденных, иссохших злаковых листьев. Они стали таким образом. Это каноническая история. В этот год слона, родился пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И является ярким свидетелем могущества Аллаха. Он вершит величественные деяния, проявляет сострадание к своим рабам и приводит неопровержимые доказательства истинности, единобожия и праведности своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Задумайся над тем, что произошло с воинством слона. То есть мы должны задуматься об этом суратуль Филь, воинством слона, что случилось, которое вознамерилось разрушить Каабу. И с каждым, кто посягает на дом Аллаха, кто посягает на право Аллаха, Аллах субхану ва та'аля терпелив, однако им будет наказание. Тот, кто посягает на Мекку, тот, кто посягает на Медину, тот, кто посягает на Иерусалим, инша Аллах, им будет кара Господа миров, Аллаха субхану ва та'аля. Аллах их накажет, тот, кто посягает на святыни Аллаха. Для того, чтобы разрушить святилище, они снарядили огромную слониху и собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопов. Это войско было настолько могущественным, что арабы оказались не в силах противостоять ему. Арабы стали противостоять, причину делали. Они делали ту причину, которую могли.
Для того, чтобы разрушить святилище, они снарядили огромную слониху и собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопцев. Также в конце судного дня эфиопец, кривоногий, как в хадисе Бухари приводится, хабаши, эфиопец из Хабаша, из Эфиопии, кривоногий, он сломает Каабу. То есть это уже признаки конца света. Но каждый не сможет этого сделать. Это войско было настолько могущественным, что арабы оказались не в силах противостоять ему. Когда они приблизились к этому, как говорится, святому городу, Макка называется у нас она, мекканцы не стали оказывать им сопротивление. Но до этого что получилось? Борьба была борьба. Некоторые арабы дрались, то есть боролись, погибли. Из-за страха перед наступающим иго они покинули Мекку. Но мекканцы из-за страха покинули Мекку. Это сказал Абдул-Мутталиб. Тогда Аллах послал на них стаи птиц, несущих раскаленные камни из обожженной глины. Они забросали войско камнями, поразив всех их без исключения. Внезапно все стихло, а побитые воины превратились в подобие изъеденных злаков. Итак, Аллах избавил мир от их зла и обратил их козни против них самих. Эта история хорошо известна, воинство слона называется история, было разбито в тот год, когда родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Это событие предвозвещало появление ислама, свидетельствовало об истинности пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это событие, получается, что он говорит тут? Предвозвещало появление. Это называется как первые признаки пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи. Его рождение уже дает нам о победе знать. Его рождение дает нам знать о победе, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, будет победоносным. И так дальше Ибн Каthир приводит у себя, имам Саади заканчивает, в этой суре говорится о милости Аллаха. Милости Аллаха. Когда он спас Курайшита от владельцев слона, Ибн Каthир так говорит, которые намеревались разрушить Каабу и стереть ее с лица земли. И также сегодня, вопросы, иншаллах, кто руку поднимает после урока. Но Аллах одолел их, расстроив их планы, запутав их. Это краткое изложение истории о владельцах слона. Так что те, кто следует за Аллахом, то есть его приказами, оставляя его запреты, следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, его общину нельзя никак победить, если они следуют за Кораном и Сунной. То есть, если следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, она победоносная. Да, среди них будут мученики. Среди них будут воины искренние. Будут они победоносные. Могут ли среди них быть лицемеры? Могут быть. Эти лицемеры, бывает, делают так, чтобы люди отчаялись. Люди сожалели. Но есть группа людей победоносная. Она постоянно будет, как посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, что она в Бейтуль-Макдисе, около Кудса, Иерусалима. Сообщается, что Абраха аль-Ашрам построил в Сане колоссальную по своим размерам церковь там, построил у себя. Это было высокое сооружение с инкрустированной стенами. Из-за ее высоты арабы прозвали ее Кулаис. Кулаис называется. Так как когда кто-нибудь хотел взглянуть на ее высоту в то время, то с его головы чуть было не слетал головной убор. То есть это Кулаис был до такой степени высокий, что падала у него, как говорится, шапка из-за того, что она высокая, длинная. Абраха хотел, чтобы арабы совершили к ней паломничество. Он что хотел сделать? Чтобы люди сделали к нему паломничество. Как они совершают его в Мекку и Каабе? Он объявил, то есть Абраха был правителем где? Йемени. Он подчинялся правителю Эфиопии. Он объявил об этом в своем государстве, но арабам это не понравилось, а курайшиты вовсе пришли в ярость. Один из них даже пробрался внутрь церкви и осквернил ее, после чего вернулся. Когда об этом происшествии узнали священнослужители этой церкви,
Они довели это до сведения своего царя Абраха. Сказав ему это, сделал один курайшит из гнева. Что наша церковь не сравнится с их домом? Тогда Абраха поклялся выступить в поход в Мекку и разобрать Каабу по камням. Как сообщил Мукатиль. Мукатиль — это толкователь Корана таби'i. В церковь проникли несколько курайшитских юношей, Мукатиль говорит, и разожгли там огонь, но из-за сильного ветра в тот день он так разгорелся, что выгорелся вся церковь. Тогда Абраха стал готовить к военному походу. Он собрал многочисленную армию, чтобы никто не смог противостоять ему. Он взял с собой огромного слона, невиданных размеров, по кличке Махмуд его звали, этого слона. Говорят, что помимо этого слона с ним было еще 12 слонов. Арабы посчитали своим долгом защитить Каабу и остановить того, кто желает разрушить ее. Один из достопочтимых жителей Йемена по имени Зу-Нафар его звали, призвал свой народ выступить с войной против Абраха. Представьте, своего народа, когда они, это Зу-Нафар, призывал выступить против кого? Против Абраха. Выступить с войной против Абраха, когда они несправедливы. Где такие, как говорится, да, неверующие или иноверцы, которые выступают против своего несправедливого неверующего, который нападает на чужую территорию? Зу-Нафар призвал свой народ выступить с войной против Абраха. Но они были разгромлены. Разгромлены. И Абраха продолжил свой путь, пока не дошел до земель, где против него выступил Нуфаиль ибн Хабиб аль-Хасами, возглавивший свой народ, это другой уже, но он тоже потерпел поражение в сражении. Войско очень огромное было. И Абраха взял Нуфаиля ибн Хабиба в плен. Сначала он хотел убить его, но потом помиловал и взял его с собой, чтобы тот провел его по земле Аль-Хиджаза. Тот знал дорогу. Когда Абраха приблизился со своим войском к Таифу, Таиф недалеко от Мекки, где-то 80 с чем-то километров, его жители вышли к нему и стали ему льстить, опасаясь, что он разрушит их храм, который они называли Лат, называется храм Лат, то есть поклонялись помимо Аллаха другому. Абраха пожаловал их, и они послали с ним Абу Ругаля в качестве проводника. Добравшись из Таифа, добравшись до Аль-Магмаса, местечко вблизи Мекки называется, Абраха сделал привал отдохнуть. Его воины напали на пасущийся скот, принадлежавший жителям Мекки, и захватили верблюда и других животных. Среди них было 200 верблюдов Абдул-Мутталиба, дедушки пророка, саллаллаху алейхи. Потом Абраха послал в Мекку Хунату Аль-Химьяри, приказал ему, чтобы к нему привели самого почетного курайшита, которому он должен сказать, что царь не будет сражаться с ними, если только они не будут ему препятствовать войти в Каабу. Когда Хуната пришел в Мекку, ему указали на Абдул-Мутталиба ибн Хишама. Абдул-Мутталиб ибн Хишам был знатный, известный, уважаемый, которому он передавал слова Абрахи. Он ему передавал слова Абрахи, это Хуната. Ответ Абдул-Мутталиб сказал ему: клянусь Аллахом, мы не хотим воевать с ним, и нет у нас для этого сил выступить против такого большого армии. Клянусь Аллахом, он сказал. Но это заповедный дом Аллаха, сказал Абдул-Мутталиб, запретный дом Аллаха. Дом возлюбленного его Ибрагима, Авраама, это его дом, он построил. И если Аллах помешает ему, то это его дом. А если он позволит разрушить его, то, клянусь Аллахом, мы не сможем защитить его, он сказал. Первую Каабу кто построил? Ибрагим, то есть первый построил Адам, алейхиссалам. Потом Иерусалимскую мечеть он построил Кудс через 40 лет. А потом Ибрагим возобновил их после потопа. Они же разрушились после потопа. Ибрагим через сколько поколений получается, смотрите. Между Нухом и Адамом 10 поколений было. А сколько дальше прошло времени? После этого, тогда Хуната сказал ему: давай пойдем со мной к нему, то есть Абрахе, и
давай пойдем со мной к нему. Когда Абраха увидел его, Абдул-Мутталиба был хорошо сложен и обладал приятной внешностью. Ему, то есть он сошел со своего трона, Абраха, и сел рядом с ним на ковре, с Абдул-Мутталибом. Абраха сказал своему переводчику: спроси его, что ему нужно. Он ответил: я хочу, чтобы царь вернул мне моих 200 верблюдов. 200 верблюдов – это богатство. Абраха тогда сказал: скажи, ты мне понравился, когда я тебя увидел, но когда ты стал говорить со мной, то разочаровал меня. Ты просишь меня верблюд тебе, твоих верблюдов, и не просишь за свой дом, за Каабу не просишь, который является твоей религией и религией своих отцов, который я пришел разрушить. Абдул-Мутталиб сказал ему: я хозяин своих верблюдов, а у дома есть свой хозяин, у Каабы есть свой хозяин, который защитит его. Абраха сказал: никто не сможет защитить его от меня, сказал Абраха. Абдул-Мутталиб сказал: посмотрим. Говорит, что вместе с Абдул-Мутталибом к Абрахе подошла группа знатных арабов, которые предлагали Абрахе треть всего богатства. Представляете, треть богатства представляли. Давали Абрахе, чтобы он не трогал Каабу. Но он им сказал: Абраха вернул Абдул-Мутталибу 200 верблюдов, и Абдул-Мутталиб вернулся к курайшитам и приказал им покинуть Мекку и укрыться в горных вершинах, опасаясь за них. Потом Абдул-Мутталиб встал с несколькими курайшитами, ухватился за кольцо Каабы, и они стали взывать к Аллаху. Вызывать к Аллаху, видите, мушрики, многобожники, взывают в трудностях к Аллаху. Есть сегодня люди, называют себя мусульманами, обращаются в трудностях, помимо Аллаха, другим, к мертвым обращаются, к могилам обращаются, к пророкам обращаются. Нельзя этого делать, это многобожие. Абдул-Мутталиб встал с несколькими курайшитами, ухватился за кольцо Каабы. И они стали взывать к Аллаху, прося помощи от Абрахи и его войска. О Боже, они говорили, я Иляхи. Даже человек сообщает, то есть защищает свое добро, человек защищает. Защити же и ты свое достояние. Да не победит их крест, сказали они, да не победит их крест. Господи, когда все они к дому Твоему со злом направятся, а если Ты позволишь им коснуться нашей святыни, то значит это воля Твоя, о Аллах. Затем они отправились на горные вершины. Мукатиль сообщает, толкователь Корана Таби, что возле Кааба они оставили 100 запряженных верблюдов в надежде. 100 запряженных верблюдов в надежде, что некоторые солдаты возьмут их, не имея на то права. Из-за этого их покарает Аллах. Когда Абраха и его войска начали готовиться к вступлению в Мекку, они направили слона на направлении к Мекке. Но он опустился на колени, этот слон, Махмуд, как говорится. А в это время Нуфайль ибн Хабиб сбежал в горы. Представьте, воины стали бить слона, чтобы он поднялся, но тот отказался это сделать. Они били его палками по голове, но слон не поддавался. Представьте, даже животное испугалось богохульства. Сегодня многие не боятся Господа, не боятся кары наказания. Но животное испугалось богохульства. И когда они вернули его в сторону Йемена, он встал и побежал в сторону Йемена, обратно. То же самое произошло, когда они вернули его к Шаму, в сторону Шама, на восток. Но как только они поворачивали его к Мекке, слон снова опускался на колени. И тогда Аллах наслал на них птиц с моря, похожих на морских ласточек. На морских ласточек похожих. У каждой птицы было 3 камешки, размером с горшину или чечевицу. 2 в руках, 1 в клюве. Одним в клюве, 2 в когтях. То есть в когтях. И тот, в кого попал камешек, тот же умирал сразу. Но не все из них погибли. Те, кто остались живы, бросились бежать, но не знали дороги. Они уже в заблуждении, получается. Они стали искать Нуфайля.
этого, как говорится, да, далиля. Далиль имеется в виду тот, кто знает дороги. Чтобы он указал им путь. Но он был уже на вершине гор с курайшитами и арабами Аль-Хиджаза. Откуда они наблюдали за тем, какое наказание наслал Аллах на владельца слона. Аль-Вакиди, толкователь Корана. И он, говорит, сообщил, готовясь к вторжению в Мекку, они повернули слона по направлению к священному городу, Мекку. Но слон сел и стал кричать. Тогда Абраха стал бить управляющего слоном, чтобы он заставил слона подняться. Он откуда сможет его поднять? В это время Абдул-Мутталиб и знатные люди Мекки наблюдали за тем, как эфиопцы пытаются справиться со слоном. Тогда Аллах наслал на владельца слона птиц стаями, у каждой из которых было по 3 камушка. Они стали парить над ними, бросая в них камушки, от чего люди сразу же погибали. Ата, толкователь Корана, также сказал табиин. Однако в этот час не все из них погибли. Некоторым удалось избежать наказания, и они бежали. Абраху поразила болезнь. Представьте, сразу он не умер, он видит, как его войска погибают. О Аллах, накажи тиранов сегодня. О Аллах, накажи тиранов, как ты наказал Абраху и его войско. Многие поспешно уходили и умирали в пути. Тело Абраха разгоралось по частям. По частям. Сделай такое знамение, я Аллах. Как только какая-нибудь его часть падала, то другая часть начинала гноиться и кровоточить. Они дошли с ним до местности Хасама, и был он уже похож на общипанного цыпленка, это Абраха. Там он и умер. Ибн Исхак приводит рассказ, когда Аллах послал Мухаммада, саллаллаху саллям, на Курайшиту, снизошла милость и благоволение Аллаха. В частности, он отвел от них эфиопов. Представляете, пророчество Мухаммада, саллаллаху саллям, стало спасением для курайшитов, даже многобожников, как мы сказали на проповедях много раз. Неверующий получает благо, когда мы следуем за Кораном и Сунной, за шариатом пророка Мухаммада, саллаллаху саллям. Пророчество Мухаммада стало спасением для многобожников. А как оно не будет людям Писания, если мусульмане будут следовать за шариатом пророка Мухаммада, саллаллаху саллям? И так дальше. На Курайшитов снизошла милость и благоволение Аллаха. В частности, он отвел от них эфиопов. Как Аллах в Коране говорит, пока пророк Мухаммад, саллаллаху саллям, находится, или мусульмане просят у Аллаха прощения, просят Аллаха прощения за свои грехи, возвращается к шариату мусульмане, из-за этого благо получает даже кто? Неверующий. Аллах сказал, не погубит какое-то поселение, город, страну, пока среди них есть Мухаммад, или среди них есть единобожники, мусульмане, просящие о милости Аллаха прощения. И так дальше. Алям тара кайфа аля раббука би асхабиль филь. Разве ты, о Мухаммад, не думал о том, как поступил твой Господь со владельцами слона? Алям ядж'аль кайдахум фи тадлиль. Разве он не сделал четными козни их? Варсал алейхим тайран абабиль. И послал он на них птиц стаями. Тармихим би хиджаратин мин сиджиль фаджа'алхум ка'асфин ма'куль. Они бросали в них камни из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных и сохших злаковых листьев. Ибн Хишам приводит теперь. Абабиль значит стаями, группами, один из них переводит. То есть перевод Ибн Хишам говорит, Абабиль в Коране имеется в виду стаями, группами птицы. У этого слова в арабском языке нет единственного числа. Абдулла ибн Мас'уд сказал, Тайру Абабиль, группы имеется в виду. Аббас, то есть Ибн Аббас и Дахак сказали толкователи Корана. Ибн Аббас это двоюродный брат пророка, саллаллаху саллям. Дахак тоже толкователь Корана. Абабиль, следующие друг за другом, имеется в виду. Муджахид, толкователь Корана, сказал, разные, следующие друг за другом, собранные вместе птицы. Ибн Зейд сказал, различные птицы прилетели со всех сторон и мест. Со всех сторон и мест. Птицы наказали, целое войско уничтожили. Икрима сказал, это были зеленые птицы, прилетевшие с моря, их головы были подобны голове хищных животных. Хищных животных. Мы их не видели. Они видели их. Убайда ибн Умайр сказал, это были черные морские птицы. Их в клювах и когтях были камушки. Саид ибн Джубайр сказал, зеленые птицы с желтыми клювами. Сказал Убайда ибн Умайр,
когда Аллах пожелал уничтожить войско слона, Он послал на них птиц с моря, по виду напоминающих ласточек. Каждая птица несла по 3 камушка, 2 в лапы, 1 в клюве. Они прилетели, выстроились в ряды, как войско. Выстроились в ряды над их головами этой войска Абраха. Затем прокричали и сбросили камушки. Если камушек попадал в голову, то пробивал его насквозь. Эту голову пробивало насквозь. Также Аллах наслал сильный ветер, чтобы усилить удары камней. Аллах сказал в Коране: «Фаджа'алахум ка'асфин ма'куль», и превратили их в подобие изъеденных и сохших злаковых листьев. Саид ибн Джубайр сказал, толкователь Корана, также, то есть толкователь является сахабой. Истолковал он это слово, Ибн Аббас сказал, то есть как не Ибн Аббас он является толкователем, однако тоже. Это шелуха из зерн, как оболочка пшеницы. Ибн Зейд прокомментировал листья и стебли из злаковых растений, зерна которых отданы на корм скоту, пережеванные и переработанные желудком. Суть этого аята в том, что Аллах погубил их, обвернул их козни и гнев против них же самих. Почти все из них погибли, а кто уцелел, тот вернулся изувеченным. Знамение Аллаха Субхану ва Тааля было видено людям. Ранее в толковании суры Победа сурту Наср называется, приводилась история о том, как пророк, саллаллаху алейхи саллям, направился к долине Аль-Худайбия, называется. Худайбия. Об этом мы сделали также проповедь. В Ютубе есть, иншаллах, вернитесь, послушайте. Когда он проезжал по склону, его верблюдица опустилась на колени. И люди сказали: верблюдица заупрямилась. На что он ответил: «Ма халаат аль-касва ва ма зака лаха би халкин валакин хабаса хабисуль филь». У нее не такой характер, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Ее удерживает тот, кто не пустил слона в Мекку. То есть там как раз Аллах не пустил слона в Мекку. И также Касва остановилась в этом месте, Аллах остановил ее, этого верблюда. И потом он, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валлади нафси бияди ла яс'алунни льем хиттатун юазимуна фиха хурумати Аллахи илля аджабтум илейха». Клянусь тем, чьих руках, клянусь, он сказал, тем, в чьих руках находится моя душа, что бы ни попросили у меня сегодня жители Мекки, возвеличив тем самым запреты Аллаха, не допустив сражений и пролития в ней крови, я отвечу им согласием. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел крови. Это курайшиты, многобожники хотели крови. И они пролили эту кровь. В обоих сахиха приводится, поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел из Мекки. Ушел откуда? Из Мекки в Медину. Подальше. Не хотел он крови, хотел он мирным путем. Больше и больше мирным путем открыть Мекку от многобожников. В обоих сахихах, но пришлось поднять меч. Определенное время Аллах ему дозволил. В обоих сахихах, Бухари Муслима приводится, также сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, день завоевания Мекки сказал: «Инна Аллах хабаса ан Маккаль филь, ва салата алейха расулу валь му'минин, ва иннаху кад адат хурумату аль-йом, ка хурмати биль амс, аля фалюбаллигу шахид аль-гаиб». Аллах удержал слона от Мекки и предоставил власть над ней его посланнику и верующим. Сегодня я объявил ее запретной, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Определенное время она была запрещена, то есть полностью Мекка запрещенная. Теперь это запрещенное, теперь разрешенное, определенное только время пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, зайти с оружием, с войсками. Сегодня я объявил ее запретной, после открытия он объявляет ее запретной. Как объявил ее запретной вчера, как она была запретной вчера. И передайте об этом отсутствующим, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И тут заканчивается толкование Ибн Касира, также то есть сокращенный, хорошо. Вся хвала и благодарность одному Господу миров, Аллаху Субхану ва Тааля. И на этом мы закончим. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Баракаллаху фикум.